Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как погода повлияла на ситуацию на дорогах. Буквально еще 200 метров, еще одна впереди авария. В какой-то ужас, никогда такого не было. Расскажем о гибели мужчины на пожаре. Путь на улицу ему преградили огонь и решетки на окнах. И как женщина, сдающая квартиру посуточно, лишила свободы своих квартирантов. Подсудимой предъявлено обвинение по пункту Ж части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное лишение человека свободы». Это и не только прямо сейчас. Сразу несколько массовых аварий произошли сегодня с началом снегопада в Зеленодольском районе. Произошедшему удивлялись даже опытные дальнобойщики. Какой-то ужас, буквально еще 200 метров, еще одна впереди авария. Столкнулась раз, два, три автомобиля. Какой-то ужас, никогда такого не было. В общей сложности на трассе Казань-Зеленодольск столкнулись больше 10 автомобилей. Были среди них и грузовики. Люди, к счастью, не пострадали. Все обошлось только материальным ущербом. Виной всему сами автомобилисты называют погодные условия и скользкую дорогу. К слову, с 2 часов дня междугородние трассы закрыли для автобусов, а с 16 для грузовых автомобилей. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и завтра. Синоптики прогнозируют снег, метель, сильный ветер, гололед и снежные заносы. В Казани же увеличение числа аварий из-за погодных условий автоинспекторы не зафиксировали. С 6 часов утра на дорогах столицы Татарстана произошло 201 ДТП, примерно столько же происходит каждый день. Но вместе со сложной метеообстановкой столкнувшиеся машины сильно затрудняют движение. К вечеру пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов. К дорожной обстановке мы еще вернемся, а сейчас о других происшествиях. Жертвой огня стал 74-летний мужчина в поселке Ивановка, это в Высокогорском районе. Сообщение о возгорании поступило по номеру пожарной охраны 101 поздним вечером от охранника садового общества. Люди в нем живут круглый год. Сторож сообщил, что горит дом и надворные постройки на одном из участков, а внутри находится человек и просит о помощи. Со стихией удалось справиться быстро. При проливе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело погибшего пенсионера. Он был отрезан от выхода огнем, а на окнах были решетки. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Пыталась задушить собственного сына. Трагедия едва не закончилась распитием спиртных напитков в Сармановском районе. 26-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, схватила своего годовалого сына и стала его душить. Ребенка спас сожитель женщины. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Причастность к совершению преступлений женщина признала в полном объеме и показала, что пыталась убить ребенка на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В настоящий момент мальчик передан временно в приемную семью. Подозреваемой назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Алкоголь руководил действиями водителя «Хёнда», который оставил машину поперек дороги в одном из дворов на улице Волгоградская. В этом уверена жительница дома, наблюдавшая за тем, как автомобилист пытался выбраться из снежной ловушки, в которую сам и попал. Во время этого, уверяет, задел машину ее сына, а потом после замечания ушел шатающейся походкой и источая запах спиртного. Нафиса Минязова продолжит. Никого не было. Ну, вы здесь парни проходили, я говорю, пожалуйста, я не вижу. Я говорю, вы посмотрите, там мятина есть. Услышав грохот во дворе и увидев дым возле машины ее сына, женщина вышла на улицу. Тогда же она поняла, что в «Ладу Калина» задним ходом въехал автомобиль «Хёнде». Водитель иномарки то ли пытался выехать из сугроба, то ли хотел заехать туда как можно дальше и припарковаться. Я говорю, вы нам задели машину, что здесь за дым? Он говорит, это я не могу, я торможу, не могу задеть. Я говорю, так вы впритык стоите. Он стал кому-то звонить. Тот, видимо, сказал, отодвинься. И он отодвинулся, сейчас вот проход. Ну там вмятина у нас. Я, говорит, вам не задел. А у него там и уже и была авария, по-моему. Но у нас это протонально, там у нас вмятина идет, ну небольшая есть. Мужчина не стал дальше общаться с женщиной, прекратил и попытки передвинуть автомобиль. Он просто ушел, закрыв машину, перекрыв тем самым проезд. Мать владельца «Лады» вызвала на место автоинспекторов. Как полагает женщина, водитель иномарки явно был нетрезв. Он невменяемый, он пьяный, он вот так вот ходит. У него невнятная речь и походка, да? И запах. И походка, ну я сама вот не пьяная, но я боюсь, я 2 раза упала.
Ну и завтра у него получается был, да? Ну да. Оперативно установить местонахождение водителя Hyundai автоинспекторы не могли. Для подтверждения факта аварии и дальнейшего составления протокола нужен был и владелец «Лады». Пока же сотрудники ГИБДД сконцентрировали внимание на поиске водителя Hyundai. Если будет установлено, что за руль он действительно сел в нетрезвом состоянии, то отвечать ему предстоит по всей строгости закона. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А теперь вернемся к ситуации на дорогах. Несколько аварий произошли вечером на Кремлевской дамбе. Автомобилисты не справлялись с управлением на скользкой дороге в одном и том же месте. В одном случае водитель «Мазды» не совладал со своим автомобилем и машину отбросило на соседнюю «Хонду». Чуть позже там же занесло Kia Rio, и она врезалась в отбойник. Прибывшие на место автоинспекторы убрали машины с проезжей части, однако спустя время там произошло еще несколько аналогичных столкновений. Серьезная авария произошла и на улице Островского перед перекрестком с улицы Минулина. По предварительным данным, перед «Ладой Грант» остановился автомобиль. Водитель отечественной легковушки понял, что не успеет затормозить, и чтобы не въехать в заднюю часть легковушки, вывернул руль влево. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в Volkswagen. В происшествии никто не пострадал. Из-за аварии на этом участке дороги образовался затор. Микроавтобус «Форд» и БМВ столкнулись вечером на улице Восстания. Один из участников ДТП решил развернуться, второй этого не ожидал. Остановиться не смог и врезался в бок легковушки. Обе машины отбросило на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия водителя рассказали Айрату Назипову. Я просто уже начал уходить от столкновения, сигнал, он остановится. По рассказам водителя микроавтобуса, вся ответственность за произошедшее лежит на втором участнике ДТП. Говорит, легковушка была впереди него, и за считанные секунды до столкновения ее владелец грубо нарушил правила дорожного движения. Он выезжал с Татмака, получается, устроился во вторую среднюю полосу и пошел на разворот через двойную сплошную. В связи с чем произошло столкновение, так как я ехал по левой полосе. Удар пришелся в водительскую дверь БМВ. Молодой человек не пострадал, при этом виноватым себя не считал, полагая, что ничего не нарушал. И отметил, что разворачивался с крайнего ряда. Вы справа или слева поворачивали? С ряда. Слева рядом. Вы начали поворачивать, в этот момент вас ехал он. Вот полоса, я еду, на месте разворачиваюсь. Ага. Мы уезжаем на встречу. Прибывшие на место автоинспекторы отправили водителей в центр оформления ДТП. Они также посчитали, что правила движения нарушил водитель, выезжающий на проезжую часть и не пропустивший едущие там автомобили. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Превратила свою квартиру в место лишения свободы, за что сегодня сама оказалась на скамье подсудимых. Новосавиновский суд Казани рассматривал сегодня весьма необычное дело. Как установили следователи, летом минувшего года женщина сдала семейной паре, приехавшей из Москвы, жилье на улице Сибгата Хакима на 3 дня. Деньги – 10 тысяч рублей. Квартиранты заплатили сразу. Квартиру не осматривали, а когда стали заезжать, увидели, что внутри было очень грязно. И потребовали вернуть всю сумму. Лишаться прибыли женщина явно не хотела и предложила им 2 варианта – либо оставаться, либо уходить, но без денег. Когда гостей не устроил ни один из них, то просто заперла их внутри. Полицию вызвали друзья потерпевших, которым они обрисовали всю ситуацию, просидев в заперти 3 часа. Подсудимой предъявлено обвинение по пункту Ж части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении 2 лиц». Сегодня на заседании суда потерпевшие не явились. Они живут в Москве, однако уведомили суд о том, что претензий к подсудимой больше не имеют. Она вернула все деньги, которые они заплатили за аренду жилья. В итоге уголовное дело прекратили за примирением сторон. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.